347,5. Семь с половиной. Ну надо, Игорь, надо постараться. Ну подержи! Подержи, дорогой! Молодец! Молодец! И вот попадает уже в объятия наших тренеров. Вот это уже серьезная заявка. $347,5. 347,5 показывает в сумме двоеборья Исраил Мелитосян. Ну что ж, Йотов идет на что? На 192,5. Молодого советского спортсмена Алты Араздурдыева. И, как видели, попытка была прекрасной. Вы знаете, мы не сразу же включили наш видеомагнитофон, потому что вышла целая группа из именитых спортсменов, и все почему-то споткнулись именно на этом весе. Из Ашхабада, прямо скажем, открытие нынешнего сезона. Я не боюсь забегать вперед, не знаю, как он завершит эти соревнования, но то, что он выиграл чемпионаты мира и Европы среди юниоров и получил право выступать на взрослом чемпионате мира, это уже говорит о многом. Вчера мы приветствовали нашего отличного штангиста из Ленинакана, Исраила Мелитосяна. Вы знаете, довольно-таки редкое явление. Вчера в этом маленьком зале 6 раз звучал гимн Советского Союза. Спортсменов награждают сначала за победу на чемпионате Европы в 2 упражнениях и в двоеборье, затем в чемпионате мира также. Итого 6 раз появлялись атлеты в разных, правда, сочетаниях, и только постоянно на высшую ступень пьедестала почета поднимался молодой ленинаканский штангист Исраил Мелитосян. Впервые стал чемпионом мира и Европы. Итак, 160, это вторая попытка Араздурдыева. Ай, неудача. Такой мощный рывок. И вот посмотрите, как уходит штанга далеко назад. Обидно. Ну, сейчас на этот же вес попытка осталась у нашего Араздурдыева. Я думаю, что надо не торопиться, спокойно все рассчитать. Конечно, нам легко говорить, сидя в комментаторской кабине, но это же совсем мальчишка. 20 лет только недавно исполнилось, юниор. И вот сейчас ведет с сильнейшими атлетами, такими как Вербанов, Сокачи, Каяншу. Ведет борьбу на взрослом уже мировом помосте. Ну, надо держать. Молодец, молодец, Алты. Симпатичное открытое лицо этого юного штангиста. Ну что ж, хорошо. Итак, выиграл это упражнение, соревнование в этом упражнении, будем так говорить, Каяншу, атлет из Китайской Народной Республики. Он вырвал 160 килограммов, но его вес на 50 граммов меньше, чем у Алты Араздурдыева. Араздурдыев второй, и на третьем месте Пабло Лара, атлет из Кубы, 157,5. Киев имеет преимущество перед своими соперниками, ну, кроме, правда, кубинского штангиста
А вот перед наиболее сильными, я имею в виду, в частности, Варбанова, 10 килограммов после первого упражнения. Но не будем гадать, здесь все-таки, знаете, в тяжелой атлетике все может быть, и достаточно, вот, вы видели нулевую оценку атлета из Китайской Народной Республики. 195. Легко встал. Надо, очень важно вот взять этот вес, очень важно. Первая попытка, он идет, так сказать, вровень со своими основными соперниками. 195. Кто сейчас выйдет на помост? Вот посмотрите, как дебютант чемпионата мира справляется с этой штангой. Андрей Сокач, Алты Раздурдиев. Вторая попытка, 200 килограммов. Ну, надо постараться. Постараться. Молодец. Молодчина. Вот так 20-летний спортсмен на равных выступает с трехкратным чемпионом мира. Молодец. Я уж приоткрою вам хитрости нашей телевизионной, уважаемые товарищи, но мы стараемся как-то сэкономить время, ликвидировать паузы между подходами. И когда еще не объявили Алтыя Раздурдыева, я сделал команду «Стоп». И чуть было, вы знаете, мы не прозевали попытку нашего спортсмена. Но вот так бывает в нашей практике. И у Алты сейчас 360, так что он бесспорный лидер. Варбанову, конечно, надо много выигрывать. Надо идти, наверное, ва-банк. Так же, как и вчера болгарский атлет пошел ва-банк, пытаясь переиграть Исраила Мелитосяна. 202,5 объявляют выход советского штангиста. Но надо понять Варбанова, он здесь уже должен, подчеркиваю, идти ва-банк. Постараться сделать все возможное и невозможное для того, чтобы отыграть проигранное в первом упражнении в рывке. Думаю, что сделать это будет очень и очень нелегко, если не невозможно. Итак, третья попытка Алтыя Раздурдыева, нашего дебютанта, ашхабадского атлета. 202,5. Это как раз его лучший результат в этом упражнении. Чемпион мира среди юниоров близок к завоеванию звания лучшего штангиста мира среди взрослых в полусреднем весе. Но не надо здесь торопиться, подождать немножечко, выждать. И... Ай да умница! Ну, молодец, молодец. Вот теперь пускай уже догоняет его трехкратный чемпион мира. Итак, 362,5 килограмма. Результат в сумме двоеборья нашего дебютанта. Как раз, кстати, это его лучший результат также в сумме двоеборья. 362,5. Какой же вес сейчас закажет Варбанов? Напомню, он проиграл, начиная. Еще раз поздравляю вас, друзья, с большой победой. На этом мы заканчиваем репортаж, организованный советским телевидением. Комментировал Георгий Саркисян. Всего доброго. Здравствуйте, уважаемые товарищи. Центральное телевидение продолжает вести рассказ о чемпионате мира по тяжелой атлетике, который проходит в национальном спортивном зале столицы Венгрии Будапеште. Весовая категория до 82,5 килограммов, это средний вес.
Здесь, судя по всему, тон должны задавать два советских спортсмена, Сергей Ли и Алтей Раздурдыев, и два представителя Болгарии. Вот первый выход представителя Болгарии и был, увы, неудачен. Это Пламен Братойчев. 157,5 килограммов, первая его попытка. Всего 9 атлетов в первой группе, в группе А. Но, естественно, мы будем вам рассказывать в основном о тех штангистах, которые поведут спор за место, ну, будем так говорить, пятерки, что ли, сильнейших. Вчера прилетели остальные участники сборной команды Советского Союза. До этого здесь, в Будапеште, было только два наших атлета. Валерий Юров и Федор Касапу, который к нашему всеобщему удовольствию стал чемпионом. Ну и вот подлетела остальная группа атлетов, среди которых и вот два спортсмена, участвующих в сегодняшних соревнованиях. Они известные атлеты, Сергей Ли и Алтей Раздурдыев, хотя, в общем-то, Сергей Ли достаточно опытен, и ему 28 лет, а Раздурдыеву 21 год, но он уже чемпион мира, он побеждал в Афинах в прошлом году. Правда, в другой весовой категории, в первом полусреднем весе. Ну, сейчас немного потяжелел, посолить. После того, как выиграл золотую медаль в Афинах. Вновь на помосте Пламен Братойчев. Вторая попытка. Тот же вес 157,5. И я слышу такое радостное восклицание Нурайра Нурикяна, главного тренера. Вот он, небольшого роста, в очках. Главный тренер болгарской дружины. Ну, а сейчас на помост вышел, ну, вот пока мы видим с вами повтор выступления Пламена Братойчева, а в этот момент уже готовится к подходу к штанге чемпион Польши Кшиштоф Симеон. 26-летний атлет из города Одра-Поле. Он в прошлом году на чемпионате мира занял 6-е место, на Олимпиаде в Сеуле был 5-м. Тот же вес 157,5, но это его третья попытка, и она неудачна. И польский атлет завершает соревнование с результатом 155 килограммов. 157 в рывке ему не покорились. Еще один болгарский атлет выходит на помост. Это Кирилл Кунев. 22 года. Он из известного болгарского города Габрово. Он армеец. Но сейчас он живет в Софии. Он военнослужащий. Его тренер в сборной Петка Николов. А первый его тренер Андон Николов. Очень известный специалист в Болгарии. Он чемпион мира среди юниоров 88 года. Ну, так сказать, молодая надежда болгарской команды. Драчекер. 160. Вот видите, 161-я попытка. Это его, кстати, заявочный вес 160 килограммов. Но вас, конечно, интересует, с каких килограммов начинают наши атлеты. Так вот, заявочный, так сказать, стартовый вес в рывке у Сергея Ли 162,5, а у Алтея Раздурдыева 165. Но это вовсе не значит, что они именно с этих весов будут начинать. Могут быть всякие изменения. Сейчас на помосте атлет из Корейской народной... Нет, прошу прощения.
из Южной Кореи, Йом Чулдонг. Его вторая попытка. В первой он зафиксировал 155, теперь 160. Он чемпион азиатских стран. Вот недавно этот титул завоевал. 22 года атлету из Южной Кореи. Ну, посмотрим. Нет, не подчиняется ему этот вес 160 килограммов. Ну, вы знаете, что ведется и подсчет очков в командной борьбе. Так вот, пока лидируют после выступления в 5 весовых категориях спортсмены из Китайской Народной Республики. И на втором месте, отставая на очко, спортсмены из Корейской Народно-Демократической Республики. Ну вот, наконец-то мы дождались момента, когда на помост вышел представитель нашей команды. Как и заявили в стартовом листе, Сергей Ли начинает со 162,5 килограммов. Рывок, первая попытка, 162,5. Ну, атлет, я уже говорил вам, очень опытный. В Острове 3 года назад на чемпионате мира он был серебряным призером. Ну, правда, в прошлом году осечка у него была в Афинах, лишь 4-й результат. Ну, надо держать. Очень важно первую попытку удачно выполнить и, так сказать, потом уже смотреть, как будут выступать соперники. 162,5. Таков. Вот вы видите справа Василия Алексеева, нашего главного тренера, и Леонида Гончаренко, второго тренера сборной команды Советского Союза. Очень четко. Сергей Ли, я уже говорил вам, ему 28 лет, он из Фрунзе. Тренирует его отец Владимир Егорович Ли. Сергей чемпион Советского Союза. 5 лет назад он был бронзовым призером чемпионата Европы. Ну, уже 15 лет занимается тяжелой атлетикой. И, кстати, он был чемпионом мира среди юниоров. Но это давно. Еще наш атлет. Уже 165. Это Алты Араздурдыев. Атлет из Ашхабада. Чемпион мира прошлого года, но в более легкой весовой категории. Легкая, так легко, изящно, я бы сказал, он справляется с этим весом. 165 килограммов. Рядом с ним его тренер Бруно Абрамян. Ну что ж, удачно начали наши ребята. Задали тон. Как там дальше пойдет борьба? Вот один из их соперников, Кирилл Кунев, идет, это его вторая попытка, на 165 килограммов. То есть на тот же вес, который только что взял Алты Араздурдыев. Тоже, я уже говорил вам, он был 2 года назад чемпионом мира среди юниоров. Кирилл Кунев. И в прошлом году был чемпионом мира среди взрослых. Хорошо. Ну, в Афинах в прошлом году показал в рывке 172,5. Он и в обоих движениях был первым. И в сумме обыграл соперников на 5 килограммов. Ну, я вам уже говорил, что от нашей команды в прошлом году в Афинах выступал Сергей Ли, и он занял лишь 4-е место. Хотя вот в этом упражнении Сережа был бронзовым призером, 170 килограммов. Сейчас третья попытка Пламена Протойчева.
Он первой попытки не взял 157,5, его второй зафиксировал, и теперь идет на 165. Пламен Братощев из города Сливина, тоже военнослужащий. В прошлом году был чемпионом Болгарии среди юниоров. Нет, штанга ему не покоряется. Но вот ему уже будет сложнее бороться за медаль. И вот, судя по... Конечно, забегать вперед мне не хочется, но, судя по всему, вот так борьба, наверное, пойдет между нашими ребятами, Сергеем Ли, Алтыем Араздурдыевым и Кириллом Куневым. В этой весовой категории мировые рекорды, вас интересуют. 2 мировых рекорда принадлежат знаменитому болгарскому атлету Асену Златеву. 183 вот в этом упражнении. 4 года назад он установил в Мельбурне. И также 4 года назад в Софии на чемпионате мира он в толчке толкнул 225 килограммов. А в сумме двоеборья мировой рекорд принадлежит нашему Юрию Варданяну. 405 килограммов. 6 лет назад этот результат он показал в Варне. Сергей Ли. 167,5. Вторая попытка. Волнуются наши. Ай-яй. Не получается. 167,5 надо было бы показать. Кто знает, может быть, нужно было на 165 пойти во второй попытке. Не получился сейчас рывок у Сергея. Так, придется... Я говорил вам в предыдущих репортажах, что спортсмену дается на подход 1,5 минуты. Вот эти 1,5 минуты он должен уложиться. Но если он подряд выходит второй раз уже, вот как сейчас, Сергей остается один, и тот же вес он должен. Ему даются уже 3 минуты. И вот за эти 3 минуты он должен восстановиться, отдохнуть, собраться с мыслями, настроиться на этот вес. Вот видите справа Алексеев. Третья попытка 167,5. Жаль, что вторая попытка была неудачна у Сережи. Вложись, это 200 минут. Вот Василий Иванович Алексеев говорит: Сережа, вложись, все, ответственная минута. В последнее время как-то Сергея преследовали неудачи. То, что он мог отлично выступить на чемпионате мира в Афинах, но в итоге лишь 4-е место. Надо сейчас попытаться. Настраивается. Сережа, держать надо. Сережа. Молодец. Звучит сигнал. Молодец все-таки справился с этим весом 167,5. И 2 попытки теперь у Араздурдыева и 1 попытка у Кунева. Вот 170 на табло зажегся свет. Значит, кто? Араздурдыев должен сейчас идти на этот вес, а приготовиться Кириллу Куневу. Сергей Ли завершил соревнование. Теперь уже от его соперников зависит. Араздурдыев, вы помните, в первой попытке 165 взял легко. Сейчас 170 на штанге. Это его второй подход. Атлет из Ашхабада, воспитанник Бруно Абрамяна. Надо встать. Встать. Держи, говорит Бруно. И молодец, обрадовался, как улыбается Василий Алексеев.
Ну что ж, он теперь лидер. Сейчас Кунев пойдет на 170. Сейчас я посмотрю, какой же лишний вес. А Раздурдыев легче Кунева. Так, у Раздурдыева собственный вес 81 килограмм 600 граммов. А у Кунева 82,50. Так что преимущество имеет в любом случае Раздурдыев, даже если Кунев возьмет этот вес. Ну, Кирилл молодец. Вот он начал очень спокойно, с 160. И вот третья попытка у него. Первые две он использовал. 160, 165. 22 года атлету, но, подчеркиваю, он чемпион мира. Чемпион мира прошлого года. Такой у него был дебют в Афинах. Очень хорошее новое поколение в болгарской сборной. 173-я попытка. Кирилл Кунев, Болгария. Ай-яй. Даже не получилось, и тяги-то не было. Заканчивает Кирилл с результатом 165. Но в любом случае уже победитель в этом упражнении, в рывке, наш Алтей Раздурдыев. Что он просит? Просит вес 172,5. Ну что ж, надо попытаться оторваться от соперников. В любом случае, Раздурдыев обладатель малой золотой медали в этом упражнении, серебряная медаль у Сережи Ли и бронзовая у Кирилла Кунева. Кунева 165, у Сергея Ли 167,5, у Раздурдыева 170, и вот третья попытка на 172,5. Держи! Держать надо. Держи, молодец, Алты. Молодчина. Зрители тепло приветствуют. Доволен наш главный тренер, доволен Бруно Абрамян, тренер спортсмена. Молодцы, ребята. В первом упражнении выступили просто блестяще. Так держать, как говорится. И, посмотрите, ушла вообще-то далеко штанга, но молодец. Легко встает. Вот смотрите, я еще раз напомню вам, что Алтей Раздурдыев был чемпионом мира в прошлом году, будучи дебютантом таких соревнований, но в более легкой весовой категории. И вот теперь он перешел в средний вес и также лихо выступает. Просто молодчина. Соревнования средневесов продолжаются. Второе упражнение – толчок. Один из претендентов на высокое место в этой весовой категории – Кирилл Кунев. Первый его подход на 190 килограммов. Это его заявочный вес. Но хочу вам сразу же сказать, давайте посмотрим, как справится с этим весом Кирилл. Фиксирует. Его товарищ по команде Пламен Братойщев начал со 185. Ну, вас, конечно, интересует, какой вес заявили наши спортсмены. Ну, Сергей Ли заявил 197,5 первой попытки, а Алтемурат Раздурдыев 200 килограммов. Так что, естественно, они пока еще на помост не выходили. До этого еще далеко. Первая попытка польского чемпиона Кшиштофа Симеона. Он по профессии инструктор спортивный. Его тренирует Болеслав Карделла. 24 года. Кшиштофу Симеону 190, тот же вес.
первом упражнении он показал 155 килограммов. Четко фиксирует вес 190. Прибавляют сейчас 2,5 килограмма на штангу. Вот вы видите повтор. Хочу сказать, что наши коллеги из Будапештского телевидения очень хорошо показывают эти соревнования. Много информации дают на картинке. Вообще зал очень удобный, такой зал симпатичный, уютный. Национальный спортивный зал. Он входит в комплекс знаменитого НЭП-стадиона. Здесь и прекрасный дворец спорта, где проходил чемпионат мира по фигурному катанию. Это атлет из Южной Кореи Йом Чул Донг. 192,5. Первая его попытка. Ну, я бы сказал, что с трудом этот вес зафиксировал. Еще раз отмечу, что в командной борьбе пока впереди две сборные Китайской Народной Республики после 5 весовых категорий 283 очка и сборная Корейской Народно-Демократической Республики тоже после 5 весовых категорий, где выступали, во всех этих категориях выступали корейские атлеты, они отстают лишь на 1 очко, 282 очка. У китайской команды выступало 9 атлетов, у команды Корейской Народно-Демократической Республики 8. Ну, для сравнения скажу, что наши далеко пока отстают. Они на 7-м месте, 84 очка принесли 2 спортсмена, Валерий Юров и Федор Касапу, ставший чемпионом весовой категории до 75. Но, как говорят, еще не вечер, впереди другие весовые категории, где, как правило, наши спортсмены, в общем, выступают успешно. Ну и сегодня, конечно, наши ребята должны поправить командное положение. 192,5 спортсмен из Японии Исаока Риодзи. Вторая попытка. Ай-яй-яй. На помост вышел Пламен Братойчев. Это его 3-й подход. Он зафиксировал 185, затем 192,5 не смог взять. И вот этот же вес на штанге 192,5. Я напомню вам, что он на чемпионате мира прошлого года в Афинах был 2-м в этой весовой категории. Но вот все-таки сумел взять 192,5. Következik Nyergyon Kristóf Magyarország, harmadik latolva. Elkészült Kirill. 24 года Пламену Братойчеву. Но нелегко далась ему эта попытка. Вот повела его штанга вперед, но все-таки сумел ее укротить, остановился и вес засчитан. Ну а сейчас к этой же штанге с тем же весом 192,5 подошел Кшиштоф Симеон, Польша. $190 он взял в первой попытке. Вот сейчас 3-я попытка. Ну что ж, справляется с весом, и Кшиштоф Симеон завершает выступление. Но вот видите, в прошлом году он в этом упражнении, вот во втором толчке,
показал 202,5. 4-й был результат. Он в итоге в сумме стал 6-м, но он здесь 200. А сейчас, вот видите, закончил на 10 килограммов меньше. Идет Кирилл Кунев. Вторая его попытка, теперь 195. Первый он взял 190. Он лидер в этой весовой категории не в данный момент, а вообще он чемпион мира прошлого года. Тогда он в итоге во втором упражнении толкнул 212,5. На этот раз штанга значительно легче, но это вторая попытка. Ну что ж, толкает 195 килограммов. Становится лидером в этом упражнении. Но, напоминаю, пока еще не выходили на помост наши ребята. Сергей Ли и Алты Араздурдыев. Ну вот сейчас 197,5 на штанге установили. И приглашается Сергей Ли. Первая его попытка. Как раз этот вес он и заказал. Там наша команда во главе с Василием Алексеевым, Эльвирой Кончаренко, наш врач Дмитрий Блинов. После первого упражнения немного, как говорят спортсмены, потянул спину Сергей. Но надо самое главное вот зафиксировать первый вес. Понимая, как волнуется сейчас отец Сергея и его тренер Владимир Егорович Ли. Но надо держать. Все, вес засчитан. Ну что ж, вот самое главное, первую попытку использовать. А нет, вес не засчитывается. Прошу прощения. Сигнал двое. Судей зажгли красный свет. Ну, давайте посмотрим, в чем, так сказать, криминал. Но знаете, я, честно говоря, не вижу никакого, так сказать, нарушения. Но, тем не менее, два красных света зажгли, значит, вес не засчитан. А рефери сегодня египтянин Ханна Шамир. Йом Чулдонг. Вторая попытка. Ох, как штанга ведет и спортсмена. Развернула даже его на помосте. Нет, вес не засчитан. Зрители недовольны. Вес не засчитан. Вот. Вот, посмотрите, как разворачивает штанга спортсмена. Сергей Ли сейчас выйдет. Но если здесь видно хорошо было, что атлет из Южной Кореи не зафиксировал все-таки в итоге вес
хотя зрители были недовольны, то вот у Сережи я что-то не заметил погрешности. Вот Дмитрий Блинов, врач наш. Вторая попытка. 197,5. Нет, вот видите, отзывает там судья при спортсменах, что нужно на помост вызывается спортсмен из Южной Кореи Йом Чул Донг. Ну вот последняя попытка штангиста из Южной Кореи Йом Чул Донга. 22-летний атлет, победитель соревнования азиатских стран. 197,5. Нет. Так и завершил он борьбу, зафиксировав в первой попытке 192,5. Сейчас должен Сергей Ли выйти. Василия Алексеева вы видите. Что-то здесь переиграли наши тренеры. Сейчас выясним, что происходит. На штанге, на табло, во всяком случае, появилась надпись 200 килограммов. Да, а нам надпись можно быть? Конечно, можно. Вот Леонид Гончаренко, а пошел Алтымурат Араздурдыев. Кстати, Алты в этом году уже успешно выступал в этой весовой категории на чемпионате Европы, где он занял первое место, завоевал золотую медаль и в сумме двоеборья показал 377,5, а в толчке показал 205 килограммов. Ну кто сообразил? Ну, это какое-то недоразумение. Ну, а где ручка? Где ручка? Ну, заявочный листок вносится вес. Кто идет? Кто же все-таки идет? Хорошо вытолкнул. Вес. Они зашли сюда. Написали 202. Они не думали, что им не засчитают вес. Ну, сейчас пошли уже. Все. Нарай Нурикян сейчас справа. Главный тренер болгарской сборной. Что-то никак не поймут друг друга судьи и спортсмены. Благой Благоев, один из тренеров болгарской команды, знаменитый в прошлом спортсмен. На 97 он должен. Не звони, нет? Конечно, видно, что провоцирует. Ты немного закажи. На выход? Да нет еще. Нет. Не выжил, подожди. Да, что-то намудрили сейчас судьи. Это, конечно, может отразиться на спортсмене. Потому что перегорает он. Ждет, очень долго ждал, пока жюри, который возглавляет президент Международной Федерации тяжелой атлетики австриец Готфрид Шодл, выясняли, что все-таки 197,5 во второй попытке должен Сергей попытаться взять. Долго очень стоял, сейчас там парень, я понимаю, как волнуются наши. Ну, надо держать, Сережа. Ну, есть какие-то вопросы? Нет.
Молодец, молодец. Ничто на него все-таки не подействовало, и он сумел зафиксировать 197,5. Пока еще не начинал выступление Алты Арздурдыев. 197 Сергея Ли, и вот пошел Алтамурат. Он уже на помосте. Вот он. И 200 килограммов. Этот вес он внес в заявочный список. Первая его попытка. Стал, не торопись, груди, локси. Не надо торопиться, правильно подсказывает тренер. Держи! И надо держать. Очень уверенно, спокойно. Вы знаете, честное слово, даже не верится, что Арздурдыеву 21 год. Настолько легко, уверенно он себя ведет на помосте. В прошлом году, 20 лет ему было, он блестяще выиграл у всех своих соперников. В итоге стал первым в полусреднем весе. Причем на 5,5 килограммов опередил соперника. И последняя сейчас попытка болгарского атлета Кирилла Кунева. Он взял 190, потом 195 и теперь 200. Еще раз говорю вам, что в любом случае уже Арздурдыева он не обойдет, поскольку Кунев тяжелее по собственному весу. Ну и к тому же еще у нашего спортсмена 2 попытки. Да, теперь уже Кирилл Кунев, ясно, что он экс-чемпион мира. Штанга ему не подчинилась, и он завершил борьбу в этом упражнении, показав 195 килограммов. А в итоге набрал сумму 360 килограммов. 360. В прошлом году у него было 385. 205 Арздурдыев сейчас приглашается на помост. Вот сейчас готовит спортсмена. И пошел. 205. Такой вес установлен на штанге. Вторая попытка Алтамурада Арздурдыева. Не торопись. И вот его подсказывает его тренер Бруно Абрамян. Не торопись. Стал, не торопись, ровно на пятки. Держи! Очень спокойно, уверенно. Ну что ж, чемпион мира. Чемпион мира перед вами. 205, молодец. Ну, сейчас 207,5 устанавливают. Сергей Ли приглашается сейчас на помост. Это его 3-я будет попытка. 207,5 килограмм. Пошел сейчас Сережа. Последняя попытка. Докажи, что ты можешь брать этот вес. Молодец, Сергей. Конечно, вот там недоразумение, вот это судейская какая-то ошибка, она его могла, конечно, выбить из колеи, но характер... Вот Василий Иванович говорит, упрись. Семь с половиной, 3-й подход. Ну,
Ну, в любом случае, Сергей уже как себе серебряную медаль обеспечил. Держи! Ай, молодец! Ай, да молодец! Ну а что, судьи засчитывают вес. И вот последняя попытка в этой весовой категории, средней, до 82,5 килограмм. Последняя попытка чемпиона мира Алтемурада Араздурдыева, атлета из Ашхабада. Не торопясь повела его штанга. Нет. Огорчился парень, но улыбается все равно. 210 килограммов было на штанге. 210. Ну, давайте еще раз посмотрим. Я думаю, что он мог все-таки этот вес толкнуть. Хорошо встает. И вот видите, очень и нога пошла далеко назад, но не получилось. Ну и вот, дорогие друзья, самый приятный момент и для спортсменов, и для тренеров, и для нас с вами, конечно. На высшей ступени пьедестала почета наш спортсмен Алтемурад Араздурдыев. В прошлом году он в полусреднем весе стал в Афинах чемпионом мира. И вот теперь в среднем весе. А надо сказать, что во втором упражнении его обошел его товарищ по сборной Сережа Ли. Он в итоге стал обладателем малой золотой медали во втором упражнении, 207,5 показав. А Алты показал 205. У него серебряная медаль. Ну, бронзовые медали всех достоинств и в движениях, и в двоеборье у Кирилла Кунева, прошлогоднего чемпиона мира, атлета из Болгарии. Сумма у чемпиона мира 377,5 килограммов. Сумма Алты Араздурдыева, штангиста из Ашхабада. Серебряная медаль у Сергея Ли на 2,5 килограмма меньше, 375. Поздравляем и Сережу, и его отца Владимира Егоровича Ли. И, конечно, поздравляем тренера Алты Араздурдыева Бруно Абрамяна, который здесь находится. Отлично выступили наши ребята. Ну, Федор Касапов передал эстафету своим товарищам. И бронзовая медаль в сумме у Кирилла Кунева 360 килограммов. Ну, а вот наша команда, вы помните, я говорил о командном зачете, поправила сразу свое положение, перешла с 7-го места на 4-е, и в итоге 174 очка. А лидирует теперь сборная Болгарии, 311 очков. На втором месте команда Китайской Народной Республики, 283, 282 у спортсменов КНДР. Ну что ж, с победой вас, дорогие товарищи, с победой наших замечательных ребят. Итак, вторая большая золотая медаль в копилке сборной команды Советского Союза. Еще раз с отличным выступлением, с большой победой. А мы на этом заканчиваем наш очередной репортаж чемпионата мира по тяжелой атлетике из Будапешта, организованный советским телевидением. Комментировал Георгий Саркисян. Всего доброго.
чемпион Европы нынешнего года, и 24-летний атлет из Ферганы Игорь Садыков. Он дебютант подобных соревнований, он чемпион Советского Союза нынешнего года. Вот как раз сейчас мы ждем его появления. Заявочный его вес в рывке 172,5 килограмма. Ну, как вы сами понимаете, для дебютанта очень важно выступить успешно в первой попытке.